Остается напряженной. Мы находимся в режиме повышенной готовности в соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия. За последние сутки выявлено 155 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске количество случаев 91. В Мирнинском и Вилюйском случае зафиксировано по 5 случаев, в Алайховском, Верхоянском, Нерюнгринском, Среднеколымском по 4, Абыйском, Алданском, Ленском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском по 3, Булунском, Мигино-Кангаласском, Алекминском, Сунтарском, Усянском по 2, в Амгинском, Верхнеколымском, Жиганском, Кобяйском, Момском, Намском, Нижнеколымском, Амиконском, Оленёкском и Чурапчинском по 1. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент медики призывают всех тех, кто осуществил вакцинацию менее 6 месяцев назад, соответственно, пройти ревакцинацию. Для этого медицинские организации на настоящий момент готовы. То сегодня практически все медицинское сообщество в целом и ученые отмечают тот факт, что непосредственно вирус, который находится сегодня на территории в целом страны, он стал более агрессивный и требует в обязательном порядке ревакцинирования. В связи с этим приглашаем наши учреждения здравоохранения для ревакцинации, а также приглашаем подать заявки тех, кто уже, медицинские организации осуществляют выезд, тех, кто уже непосредственно у нас провакцинировался в январе-феврале месяце. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии, а мы переходим к выпуску новостей. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Вакцинация против гриппа началась в Якутии. Сколько человек должны получить прививку по плану? Снова усложняется лесопожарная